Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камарате и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкли. Сегодня среда, 15 марта. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым, пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня в выпуске у нас 3 гостя. В первой части выпуска мы поговорим с журналистом-расследователем из проекта «Райс Молдова» Владимиром Тхориком о новом расследовании «Райс Молдова», которое проливает свет на планы России установить контроль над Республикой Молдова до 2030 года. Во второй части выпуска мы поговорим с журналистом и публицистом из Киева Виталием Портниковым о том, как нужно относиться или как воспринимать так называемый мирный план Китая, и о том, как избавиться от иллюзий по отношению к России. В третьей части выпуска мы поговорим с политическим комментатором Иваном Табырце о информационных провокациях, участившихся в Приднестровье. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, у нас на связи по скайпу Владимир Тхорик, журналист-расследователь проекта «Райс Молдова». Проект «Райс Молдова» опубликовал очередное расследование, которое проливает свет на планы Российской Федерации взять под контроль Республику Молдова к 2030 году. Господин Тхорик, здравствуйте, слышите в студии. Здравствуйте, да. Господин Тхорик, вот очередное расследование, с чем я вас поздравляю, которое проливает свет на планы Российской Федерации по захвату Республики Молдова. В вашем расследовании вы пишете, что, согласно документам, которые попали в ваше распоряжение, Россия планировала к 2030 году взять под контроль Республику Молдова. Что значит взять под контроль и как это должно было проявляться? Ну, взять под контроль — это как другая любая страна с такими амбициями, как у России. Россия планировала как сохранить свое влияние в Молдове и также как увеличить свое влияние в некоторых сферах. Этот документ разработан администрацией президента России, то есть Кремлем, Генштабом и несколькими спецслужбами, как службой внешней разведки, ФСБ и ГРУ, по данным наших собеседников из западных правоохранительных органов. Этот документ предполагает влиять на Молдову в различных аспектах, и называется он, в принципе, просто стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова, что говорит само за себя, что эти цели, они не дают понимания, при помощи каких инструментов Россия будет влиять на Молдову, но дают такие задачи, то есть ставит целеполагающий документ, где описаны интересующие для Россию моменты по сотрудничеству с Молдовой. Это военно-политическая сфера, экономическая и гуманитарная, 3 основные сферы. Эти 3 основные сферы, влиять на эти 3, или укреплять свое влияние на эти 3 основные сферы, Россия планирует на протяжении 3 условных периодов. Это до 2022 года, допустим, до 2022 года Россия планировала открыть свое консульство в Камарате, в Гагаузии. Мы видим, что этого не случилось, хотя были некие даже инициативные группы, которые собирали какие-то подписи в поддержку открытия консульства, но этого не случилось. Случилась война, нападение России на Украину в 2022 году, то есть полномасштабная военная агрессия, потому что Россия в состоянии с Украиной, в состоянии войны с Украиной еще как минимум с 2014 года. То есть среднесрочные цели, которые поставила перед собой Россия в отношении с Молдовой до 2025 года. И есть по этим 3 основным аспектам, о которых я сообщил. И есть долгосрочные так называемые цели до 2030 года. И они заключаются в том, что, если в общем, заключается в том, чтобы удержать влияние на Молдову и вернуть, возможно, частично золотые времена для России, когда Молдовой правил ее
можно сказать, дружественный России президент, например, как Кремлинович, это кличка Додона, которую он сам себе дал, и дружественной России партии, как, допустим, партия социалистов, которая правила до 2021 года страной. Вот как минимум, этот минимум Россия поставила перед собой до 2030 года. Параллельно Кремль пытается удержать в Молдове свои позиции при помощи 3 сфер, как я говорил. Одна из сфер – это сфера сотрудничества в правоохранительной системе, то есть усиление связи в рамках Содружества СНГ, а также в рамках Евразийского экономического пространства. Это гуманитарная сфера, допустим, развитие и финансирование сети НПО. Мы находили приоритеты России в отношении Молдовы по развитию НПО в других документах, которые разрабатывал Генштаб, где признавалось, кстати, что одним из основных инструментов российского влияния на Молдову остаются спецслужбы. К сожалению, отмечалось, и поэтому отмечался приоритет развития сети НПО в Молдове. Некоторые из целей, которые поставила перед собой Россия по отношению к Молдове в двусторонних отношениях с Молдовой, они уже реализованы или пытались реализовать через различных проводников российских интересов, которых можно перечесть на пальцах одной руки, наверное. Ну, в смысле, я имею в виду политические партии, которых можно назвать проводниками российских интересов. Хорошо, вот из того объема и перечня задач, которые ставила перед собой Россия в Республике Молдова. Ну, с моей точки зрения, если смотреть, практически мало что было реализовано, не было реализовано самое главное. Они проиграли выборы в 2020 году и проиграли выборы в 2021 году. И людей, которые могли бы это реализовать через подписание соответствующих соглашений с Россией, у них не осталось своих агентов ни в президентуре, ни в правительстве. Но если учитывать то, что не в парламенте, да, потому что в парламенте нет большинства, да, там есть пророссийские политические партии, но они особо как бы ни на что в парламенте сейчас не влияют. Получается, что Россия не смогла достигнуть, потому что там есть среднесрочный план, краткосрочный план, среднесрочный план и долгосрочный план. Среднесрочные планы краткосрочные планы к 2022 году, среднесрочные к 2025 и долгосрочные к 2030 году. Получается, что даже краткосрочные планы, по большому счету, не были реализованы, ну, не считая тех встреч, которые были с Дмитрием Козаком, когда Майя Санду была премьер-министром. Там есть у вас в расследовании фотография, где они встречаются. Да, планы краткосрочной России по Молдове провалились. Это, допустим, нейтрализация попытки ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Республике Молдова. Мы знаем о закрытии 6 телеканалов в прошлом году. Возможно, в этом году будут закрывать какие-то СМИ, которые проводят политику российской агрессии. Уточнить нужно, что, возможно, если бы войны не было, то есть если бы Россия не активизировала свою военную агрессию против Украины, если бы эта война была шатковалка, как было до 2022 года, то, возможно, в принципе, это все бы России удалось создать. Там, допустим, развить сеть НПО. Мы знаем другие примеры, кроме НПО Додона, которые Россия пыталась создать и пыталась финансировать. Ну, пришла война, и все изменилось, реалии изменились, поэтому проводникам российских интересов в Молдове стоит задуматься, а стоит ли вообще оставаться проводниками этих интересов и безопасно им это делать, поскольку, по сути, проводя в жизнь интересы России в Молдове, люди и партии, и другие организации общественные становятся, по сути, проводниками интересов страны агрессора, проводниками страны, которая совершает истребление людей в промышленных масштабах, которая просто немотивированно стирает с лица земли целые города, миллионники, где проживает русскоязычное население. Это ли русский мир, который хотели видеть в Молдове те, которые находятся на содержании у России, либо получают или мечтают получать деньги из России? Ну, среди успешных проектов в России, да, уточню, что среди успешных проектов в России можно там назвать
ну, допустим, НПО Додона, которую он возглавил после того, как проиграл выборы президента. Напомню, мы проводили расследование о том, что, проиграв выборы президента, Додон создал тут же НПО через полгода, возглавил его в Молодороссийский деловой союз, куда Россия закачала как минимум $300 тысяч. Это НПО, ну, непонятно, каким бизнесменам оно помогло. Я рассказывал о том, как мы пытались под видом бизнесменов обратиться в это НПО за помощью, но нам ничего не помогли. И вместо помощи помогали неким российским заместителем Додона, допустим, заместителем Додона по НПО был, ну, его называют в народе вертухай, в общем, это был бывший сотрудник тюремной системы России. Вот такие вот люди окружают Додон. Вот такие партнеры. Да. Вот интересный момент, у нас буквально несколько минут осталось, хотел бы у вас уточнить вот такой момент. Ну, если смотреть на количество, на партнеров, которые должны были реализовывать это все, прежде всего вот эти НПО, да, мы видели вот эту вот организацию, которая в Камрате собирала подписи в поддержку открытия консульства, но это достаточно маргинальные как бы и люди сами по себе, как активисты, и неправительственная организация. Но среди них мы видим вот такого активиста в Камрате, вот Михаила Влаха, видите, да, который, в принципе, как бы соратник Дмитрия Константинова, председатель наблюдательного совета. И что самое интересное, мы понимаем, что как бы, ну, во всяком случае, я это интерпретирую так, что протесты, которые организовывал в августе месяце и в сентябре месяце 2022 года, он делал это не из-за патриотического порыва, а вполне с конкретной целью получить доступ на рынок Российской Федерации, потому что в декабре 2022 года фирму, в которой 67% акций принадлежат его жене, получила доступ на российский рынок. То есть это в декабре 2022 года. Напомню, это буквально через несколько месяцев после того, как Михаил Влах организовал протесты в Камрате, Чедерлонге и Вулканеште. Получается, не бесплатные протесты, да? Или я что-то не так интерпретирую? Ну, это может быть совпадение, во-первых. Во-вторых, я только за, чтобы граждане Молдовы и жители Гагаузии прилично зарабатывали. И зарабатывали не только их политические боссы или боссы так называемого пророссийского движения Молдовы, типа Додона, Шора и еще там парочки людей. Но вопрос в том, что какие цели ставят перед собой эти люди. И, ну, по сути, после 2022 года, вот 24 февраля, Россия стала таким агрессором, который терроризирует не только Украину, но от действий России страдают и молдаване, потому что рост цен, в том числе на энергоресурсы, спровоцирован и на другие товары народного потребления, спровоцирован также войной, агрессией России против Украины. Поэтому, ну, одно дело зарабатывать чистый бизнес, а другое дело проводить в жизнь интересы страны-агрессора. Это совершенно разные вещи. Это не законы мирного времени, когда можно, ну, с снисхождением относиться к милой пропаганде каких-то дурачков с каких-то телеканалов или с каких-то полос газет. Россия ведет войну против Украины, против соседних стран. Молдова страдает от этого. Поэтому все, кто работает в интересах нынешней власти России, они, ну, могут в дальнейшем столкнуться с серьезными препятствиями в отношении доступа на пространство Евросоюза. Знаете, как бы это аргумент, он хороший и интересный, он для тех людей, которые мыслят рационально и которые мыслят, да. Люди, которые не мыслят, как бы, я понимаю ваш аргумент, но меня в данном случае интересует, вы говорите, это может быть совпадение. К вашей точке зрения, является ли совпадением то, что в августе месяце Михаил Влах организовал протесты, и в декабре месяце его фирма или фирма его супруги получила доступ к Российской Федерации, на рынок Российской Федерации? Пока это не доказано обратно, что это не совпадение, мы не можем утверждать, что здесь есть какая-то взаимосвязь. Есть взаимосвязь, допустим, того, что Додон перешел на содержание России в 2021 году, и Россия ему щедро платила, ну, не ему, а его организации около $300 тысяч. Это мы видим взаимосвязь. То есть есть транш из России, Додон или его соратники выступают с антизападными заявлениями и с пророссийскими заявлениями. Хвалят Путина, Путин молодец, Путину надо договариваться. Конечно, Путин молодец, ну, для Додона, если
окружение Путина щедро вознаграждает и платит Додону, как минимум, кстати, запланировал 200 тысяч леев в месяц. Это как только это расследование прошлое, которое вы про Додона публиковали с его «Деловой России», оно, по-моему, одно из предыдущих расследований, оно показывает, что как только Додон выходил с пресс-конференции, сразу же до этого или на следующий день к нему на счет падала определенная сумма денег из Российской Федерации. Да, на счет его организации. Вот примерно, не знаю, то же самое или аналогичное мы видим в Гагаузии. Вот Михаил Влах сейчас опять возобновил протесты. То есть, мало ли что документы, которые попадут к вам или другим расследователям в руки через определенное время, покажут, что вот после этих протестов он получил еще какой-то бонус от Российской Федерации. Еще одна фирма получила, допустим. Я не исключаю, что Россия коррумпирует и гагаузских политиков. То есть история же не только в том, что Россия может коррумпировать гагаузских политиков. Мы публиковали доказательства того, что документы, которые показывают, что в молдавском отделе Кремля редактировали предвыборную речь Ирины Влах, когда она избиралась на должность Бушкана. И Ирина Влах так и не прокомментировала этот вопрос, адекватно никак не прокомментировала этот вопрос, хотя, когда в администрации президента другой страны ей пишут спич, и еще эти сотрудники, как мы показали, кстати, в сегодняшнем расследовании, могут быть связаны со спецслужбами российскими, встает вопрос, чьи интересы проводят политики, которые считают себя прогагаузскими, промолдавскими, либо еще какие-то какими угодно. Это хороший вопрос, господин Тхорик, и тут, я думаю, рациональные аргументы, что вы, ребята, способствуете и поддерживаете или проводите политику государства, которое убивает наших соседей, в них случае не работает, потому что они прекрасно понимают, что это государство убивает, им просто, с моей точки зрения, никого не жаль, они просто тупо зарабатывают деньги. Поэтому, я думаю, это хороший повод правоохранительным органам и спецслужбам почитать расследование, которое опубликовал ваш проект, и задать вопросы людям, которые фигурируют в этом расследовании. Господин Тхорик, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в эфир, прокомментировали, ответили на наши вопросы. Желаем вам удачи в вашей расследовательской деятельности и ждем и дальше интересных и важных расследований для молдавского общества. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Друзья, у нас на связи по скайпу из Киева Виталий Портников, журналист, публицист. С господином Портниковым я предлагаю поговорить о том, как война в Украине влияет на Республику Молдова. И во второй части передачи мы поговорим об инициативе Китая и что бы могло значить вот эта вот активизация Китая в связи с российской агрессией против Украины. Пан Портников, витаю вас. Добрый день. Благодарю вас за то, что согласились прийти к нам в студию и ответить на наши вопросы. Вы, безусловно, следите за ситуацией, в том числе и в Республике Молдова. Молдова, слава богу, Украина нас защищает. Молдова не испытывает ужасы той войны, которую испытывает Украина, к сожалению. К сожалению, испытывает Украина и защищает нас. Но, тем не менее, мы видим непрекращающиеся попытки России дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова. И тогда складывалось такое ощущение, что у России не хватит сил заниматься этим, но вот эти протесты, которые мы видим, и ситуация вокруг Приднестровья говорит о том, что в принципе у них как минимум у спецслужб сил достаточно, и они пытаются здесь раскачать лодку. Как это все видится из Киева, и есть ли переживания по этому поводу у киевского истеблишмента, у руководства и людей, которые следят за ситуацией в Республике Молдова? Вы знаете, я не знаю, каковы переживания у представителей украинской власти. Мне кажется, что они сейчас сосредоточены на войне, прежде всего на той войне, которую Россия ведет против Украины, потому что эта война сейчас находится в достаточно сложной ситуации. Вы знаете, что с одной стороны мы сдерживаем наступление российских войск под Бахмутом, с другой стороны говорят о наступлении украинских вооруженных сил. Не исключено и новые российские наступления на другие регионы Украины. Все это может происходить в ближайшие месяцы, возможно, в ближайшие годы, потому что никто из нас не знает, сколько времени займет этот период ожесточенного военного противостояния. Но я думаю, что мы все должны понимать одну простую вещь. То, что в принципе война России с Украиной, это лишь небольшой фрагмент плана по возобновлению бывшего Советского Союза. Или, если хотите, бывшей Российской империи.
Этот план по возобновлению не является никакой новостью. Российские элиты обсуждают его с 90-х годов. И совершенно очевидно, что для российских элит государственность всех бывших советских республик, возможно, за исключением стран Балтии, но тут я не поручусь, это временное явление. И поэтому вот те планы, которые мы сейчас неожиданно получаем в пользование, планы о установлении полного российского, простите, видите, по Фрейду оговорка, влияния до 2030 года, это лишь часть намерений. То есть вначале устанавливается полное российское влияние, с тем, чтобы та или иная страна не могла никуда дернуться, а затем территория этой страны просто интегрируется в Россию. Это касается и нашей страны, просто Украина – это первое государство на очереди, потому что в России вообще рассматривают наши территории как исконно русские, как те территории, которые нужно возвращать в первую очередь. А затем будет, разумеется, и другие страны. Будут они тоже поглощены. И мы прекрасно понимаем, что тут очередность простая. Завоевание большей части украинской территории, создание марионеточного государства на той территории, которую Владимир Путин вообще считает условной Украиной, так, чтобы эта Украина была как Беларусь. Установление до 2030 года полного российского влияния в Украине, в Беларуси и в Молдове. Я имею в виду ту Украину, которая останется после оккупации Востока и Юга страны и присоединения Востока и Юга к России. Ну и после, и возможно Казахстана, я думаю. Это тоже, скорее всего. Ну и где-то там в последующие годы, вот период 2030-2036 годов, это интеграция этих территорий в состав российского государства. Так что к 2036 году, когда истекает время президентских полномочий Владимира Путина от его этих 2 сроков, он, вероятно, хочет передать своему преемнику уже такое большое государство в границах Советского Союза. То есть уйти с политической сцены не Ельциным, а Горбачевым. Вот это его, или Андроповым, чтобы не обижать Владимира Путина. Вот это и есть цель, она очень простая. И случай Молдовы это тоже частный случай, как и случай Украины это частный случай. Вот это то, что они хотят. Получится ли у них это? Я не думаю. Я думаю, что они надорвутся на этих желаниях. Будут ли они его осуществлять? Любыми средствами и любой ценой. Ну хорошо, а что может остановить их от этого? Ну понятно, то есть Украина освобождает, допустим, это то, за что сейчас сражается Украина, это освободить свои территории и вернуться к ситуации 91 года, освободить в том числе и Крым, и Донбасс. Но это же не означает, что Россия остановится, то есть как далеко они готовы идти для достижения этой идеи? Развалить полностью страну, поссориться со всем миром, что они готовы поставить на кон? Поссориться со всем миром. На Западом они уже поссорились, больше им ссориться не с кем. Так что вот уровень их ссор, он вот зафиксирован. То есть с Китаем ссора у них невозможна в данной ситуации, да? С Китаем ссора невозможна, безусловно. Хорошо, а вот в связи с чем тогда вот эта вот инициатива мирная, с которой вышел Китай год спустя после начала полномасштабной агрессии, это я думаю. И это, в общем, не очень важно с точки зрения мира в Украине, это очень важно с точки зрения тех дипломатических ловушек, которые могут быть расставлены. Ну, а какие ловушки могут быть расставлены, да? Какие ловушки могут быть расставлены в данном случае? Китай добился того, что Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о нормализации отношений в Пекине. Это серьезный удар по американской дипломатии. И Китай понемногу начинает вытеснять Соединенные Штаты с Ближнего Востока. Это беспрецедентное совершенно событие, которое, безусловно, еще аукнется. Потому что таким образом и Америка демонстрирует, что она не является больше эффективным посредником даже для своих союзников. И Израиль оказывается в очень сложной ситуации, потому что все надежды на антииранскую коалицию, на какое-то взаимопонимание с арабскими странами, они улетучиваются. Что касается роли Китая в российско-украинской войне, то я думаю, что тут любой вариант Пекин устраивает, как вы понимаете. Устраивает. Устраивает какой вариант? Затягивание вариант, конфликта? Когда Украина принимает какой-то китайский мирный план. Это возможно.
Потому что в этой ситуации Соединенные Штаты выглядят посрамленными, а Украину ожидает тяжелое дипломатическое и политическое поражение. Но я не верю, что это будет так. Я думаю, что Украина, скорее всего, от китайского плана откажется. И тогда у Китая развязаны руки. Россия соглашается с его мирными инициативами. Россия миролюбивое государство. А Украина, ведомая Западом, хочет продолжать войну. Значит, кому нужно помогать? России. Это простое оправдание любых китайских действий в будущем. Поэтому Китай ничем не рискует, понимаете? Ничем. Ну хорошо, а какой козырь есть у Китая в рукаве, для того, чтобы, скажем, вынудить Украину пойти на этот план? И есть ли вообще такой козырь? Нет у Китая никакого козыря. Нет у Китая. Но ему и не нужно, чтобы Украина пошла на этот план. Ему нужно, чтобы Украина продемонстрировала свою неконструктивность, а Россия конструктивность. Ведь Россия же это стратегический союзник Китая, а не Украина. А Украина, я думаю, Китай не сильно волнует. Будет Украина, не будет Украина, от этого китайское представление о мире не сильно изменится. Ну хорошо, а что если Украина не примет этот план Китая, что в данном случае угрожает Украине? То есть это же не угрожает прекращением поставок помощи со стороны западных союзников? Ничего не угрожает Украине. Украине угрожает только то, что Китай будет более интенсивно помогать России. Объясняя это тем, что Украина не хочет мира. Хорошо, то есть таким образом Китай развязывает себе руки для того, чтобы помогать России. А какой может быть эта помощь? Эта помощь может быть, допустим, поставки вооружения, технологий и всего остального, что находится под санкциями? На данном этапе я не верю в легальную китайскую помощь, которая может быть связана с санкционными рисками для компаний самой Китайской Народной Республики. Однако в экономическую помощь, такую вот, я бы сказал, опосредованную, в закупке нефти, в это я верю. То есть для Китая очень важно, чтобы Россия ни в коем случае не проиграла в этой войне. И что даже если будет установлен мир, чтобы это был мир на условиях Владимира Путина. Для Китая очень важно, чтобы Запад был посрамлен. Это цель. Но вместе с тем, очень важно и сохранить экономический баланс. Вот Китай будет балансировать победа России над Западом и, конечно же, удар по Украине. Это понятно, потому что победа России над Западом невозможна без капитуляции Украины. И одновременно сохранение собственных экономических возможностей. Вот это так будет выглядеть. Поэтому я представляю себе, как это будет идти. Си Цзиньпин поговорит с Владимиром Путиным, потом поговорит с Владимиром Зеленским, поговорит с Джозефом Байденом. Скорее всего, они не согласятся с его предложениями, которые будут согласованы с Путиным. Ну и потом Китай разочарованно, так сказать, разведет руками. Даже ничего особенного не скажет. Скажет, мы стараемся, мы будем стараться. Ну и все. Так как это, кстати, говорит президент Турции. Он же все время хочет, чтобы Путин и Зеленский встретились. Они не встречаются. Турция продолжает сотрудничать с Россией, да? Уверяя, что она хочет и дальше оставаться эффективным посредником. Ну и Китай будет точно так же себя вести. Хорошо, а вот куда, кстати, исчез президент Эрдоган? Получается, что он не справился с задачей, и теперь его место занял Си Цзиньпин, или как это можно интерпретировать? Я думаю, у президента Эрдогана просто сейчас другие проблемы. У него выборы на носу, и у него землетрясение страшное, поэтому он никуда не исчез. Он решает проблемы собственной страны, которые очень и очень серьезны. Господин Портник, а вот есть такая теория, которая говорит о том, что, или версия, да, о том, что Китай в данном случае использовал Россию или использует Россию как ледокол для того, чтобы разрушить тот американоцентричный мир, где доминирует США, который сформировался после падения Берлинской стены. Как вы считаете, возможно ли такое, или просто Китай пытается сейчас ловить рыбку в этой водичке? Или это как бы далеко, или планы, которые были разработаны давно? Как вы относитесь к такой идее? Нет всякого сомнения, Россия для Китая это инструмент для ослабления Запада и вообще для ослабления демократического мира. И в Китае прекрасно понимают, насколько важен этот инструмент. И с точки зрения того, что Россия это страна, которая имеет такую же эффективную ядерную триаду, как Соединенные Штаты, и с точки зрения, что Россия может не опасаться за какое-то свое, так сказать, будущее с точки зрения безопасности, я не говорю о политическом, экономическом будущем, тут могут быть разные векторы, но Россия может бросать вызов Соединенным Штатам, не опасаясь возмездия, понимаете? Как его там мог опасаться Саддам Хусейн, как мог его опасаться Слободан Милошевич, они тоже бросали вызов Западу, и где они? Один в Гааге умер, другой на скамье подсудимых оказался в Ираке и был казнен. А Владимир Путин может уверенно смотреть в глаза американцев, зная, что у него есть та самая кнопка, которая
производят на Западе, я бы сказал, парализующее впечатление. Поэтому, конечно, для Китая Путин и путинская Россия – это серьезный инструмент. Они очень надеются, что Запад будет ослаблен, и будущее наше столетие, 21-е, будет столетием торжества диктатуры. А вы как смотрите, вот, что делать нам в этом случае? Да? То есть страны, которые оказались... Понятное дело, что судьба Республики Молдова напрямую связана с судьбой Украины. Да? То есть проиграла бы Украина в этой войне, то есть Россия прошла бы на марше от Днестра до Прута. Украина выстоит, у Республики Молдова есть перспектива на существование и есть перспектива европейская. Как в этом быть? И что должен делать Европейский Союз? Потому что, мне кажется, Европейский Союз должен как можно быстрее распахнуть свои двери перед Украиной и Республикой Молдова для того, чтобы защитить нас и защитить, прежде всего, Европейский Союз в этой ситуации. Я думаю, что рассчитывать на быстрое вступление наших стран в Европейский Союз не приходится. Это вопрос ближайшего десятилетия. Что действительно могло бы произойти, это если бы Украина присоединилась к НАТО. Но сейчас, вот я сегодня видел заявление премьер-министра Латвии Кристенса Каринша о том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО во время войны даже не рассматривается, и что этот вопрос может быть рассмотрен после войны. Вот после войны обязательно Украина вступит в НАТО. Это такой пас России. Если Россия знает, что после войны Украина вступит в НАТО, то ответ очень простой. Война не должна заканчиваться. По крайней мере, не должна заканчиваться до того самого дня, когда Украина и страны НАТО гарантируют невозможность вступления Украины в НАТО. Возможно, путем размещения на территории Украины российских военных баз, которые гарантируют, что никогда Украина не сможет в сторону от России отойти. Это то, что могут думать российские шизофреники. Гарантировать безопасность Украины для России путем ее оккупации. Это то, чего они делают. И поэтому я еще раз говорю, что мы с вами на пороге долгой, серьезной войны на истощение врага, потому что Россия будет делать все возможное, чтобы ни одна бывшая Советская Республика не вступила в НАТО, и чтобы ни одна бывшая Советская Республика не купила себе, если хотите, билет безопасности. Потому что все эти территории, с точки зрения Владимира Путина, российской политической элиты и русского народа, должны стать частью России уже в ближайшие десятилетия. Вот это реальность. Что касается Республики Молдова, то я не считаю, что вы находитесь в правильной парадигме, когда говорите о том, что все ваше будущее зависит от победы Украины в войне. Да, сегодня это так. Но если бы граждане Республики Молдова смотрели бы вперед, внимательнее, они бы понимали, что им нужно смотреть не на восток, а на запад. Вот Молдова могла бы стать членом НАТО без Украины. Молдова могла бы стать членом Европейского Союза уже давно, без Украины, просто на границах Республики Молдова и Украины, и завершался бы Североатлантический Союз и Европейский Союз. Вы не сделали этого выбора, и теперь оказались заложниками собственной медлительности, как и украинцы оказались заложниками собственной медлительности. Какими могут быть результаты вашей медлительности для государственности Республики Молдова, мы не знаем. Это действительно сейчас очень сильно зависит от геополитической ситуации в мире. Но мы должны понимать простую вещь, что каждое из наших государств не является суверенным государством с точки зрения Российской Федерации. И что Российская Федерация, вне зависимости от того, что происходит сейчас в Украине, будет делать все возможное для того, чтобы наша государственность, по крайней мере, существовала в орбите влияния Москвы. До вот этого самого сакрального 2036 года, когда вопрос существования этих стран как независимых государств должен быть решен. Нам нужно успеть в ближайшие годы вступить в союзы, которые будут налагать на других участников союза обязательства по обеспечению нашей безопасности. Если мы не успеем это сделать, значит, считайте, что мы подписали нашим государством смертный приговор. Хорошо, это могут быть союзы, которые уже существуют, или могут быть какие-то новые союзы? Нет, это может быть только Североатлантический союз. Молдову я туда не приглашаю. Если Украина будет членом Североатлантического союза, вы будете окружены со всех сторон территории НАТО. Я приглашаю туда Украину. Я настаиваю, что западные страны должны решить вопрос о гарантиях безопасности Украины до завершения войны. До завершения войны. Потому что в ином случае война не прекратится. Ну вот видите, в любом случае, даже если исходить из этого предложения, в любом случае будущее Республики Молдова зависит от того, что будет с Украиной. Вступит Украина в НАТО? На сегодняшний день это так. Если бы вы могли подать заявку в НАТО сами, но вы даже этого не делаете, вы говорите о своем нейтральном статусе, вы могли бы стать членами НАТО быстрее, чем Украина, потому что на вашей территории нет войны? Ну, есть часть территории, которая оккупирована российскими войсками. Это Приднестровье. Да, но формально Россия не признает факта оккупации. Это конфликт, который регулируется международными
соглашениями, и есть посредническая миссия, и никуда бы они, как говорится, не делись в этой ситуации. Просто гарантии безопасности территории вашей страны могли бы не распространяться на территорию Транснистрии до момента, пока бы эта территория не была инкорпорирована в состав Республики Молдова. Вот и все. Ну, технически, как бы, есть прецеденты, тем более, да, это возможно. Да, есть прецеденты. Да. Ну, вот единственное, с чем не справилась Республика Молдова, это сегодня с тем расколом в обществе, который существует. Полстраны смотрят воспринимают Путина как, не знаю, там, спасителя или освободителя, а другая половина страны протрезвели и реально рассматривают Путина и Российскую Федерацию как агрессора. Как преодолеть вот этот вот раскол, который, к сожалению, и не позволяет договориться по вопросам, связанным с вступлением в НАТО, по вопросам, связанным с вступлением или интеграцией в Европейский Союз? В Украине с этим более-менее проблема решена, общество монолитно, единое мнение, ну, понятное дело, идет кровопролитная война, но в Республике Молдова этот раскол до сих пор не преодолен. Где была совершена ошибка? Я хотел бы вам напомнить, что украинское общество находилось в такой же ситуации до 2014 года, пока большинство украинцев не убедилось в том, каковы реальные политические планы Кремля. И я хотел бы вам сказать, это тоже важный очень момент, что даже после 2014 года огромное количество моих соотечественников искренне верило в возможность договоренности с Россией, с Владимиром Путиным, что и отразилось на результатах президентских парламентских выборов 2019 года. Люди жили в слепоте до того момента, пока российские бомбы и ракеты не стали падать на их голову. И вот мы сейчас говорим, что у нас есть национальное единство, но я всегда задаюсь вопросом, каково будет это национальное единство после того, как война завершится? Удастся ли нам его сохранить? Или мы вновь увидим половину общества, которое будет считать, что нужно договариваться с Россией? И что цена этих договоренностей может быть любой, лишь бы больше не было войны. Я вполне допускаю, что украинское общество может оказаться в такой цивилизационной ловушке в очередной раз, как оно уже оказывалось после обоих Майданов. Поэтому я прекрасно понимаю ваши проблемы. Мы имеем серьезные проблемы в наших странах с конфликтом идентичности в обществе. И если нам не удастся преодолеть эти конфликты, наши государства так и останутся больными людьми Европы. Ну хорошо, а вот это вот продолжение и затягивание конфликта не может привести в данном случае в Украине к тому же расколу, да, когда часть общества скажет, давайте уже договариваться, а другая часть будет настаивать на то, что нужно продолжать войну до освобождения всех территорий? Конечно, конечно, у нас могут появиться люди, которые будут говорить, что нужно договариваться. Фокус только в том, что Владимир Путин не собирается ни с кем договариваться. Партия соглашений с Путиным всегда потерпит сокрушительное поражение и полная фиаско, потому что эта партия абсурдна. Многие считали, что можно договориться с Путиным в 2014 году. Это оказалось жестоким разочарованием. Многие считали, что можно договориться с Путиным в 2019 году. Это оказалось... Владимир Зеленский шел на выборы с обещанием договориться и остановить войну, да, если я не ошибаюсь. Справедливости ради, надо напомнить, что и предшественник господина Зеленского, да, господин Порошенко, тоже шел на выборы, рассчитывая договориться с президентом Путиным. Просто, возможно, у президента Порошенко исчезли амбиции и иллюзии, потому что он находился в президентском кабинете. А господин Зеленский в эти 5 лет политикой не занимался, у него иллюзии, как и у обычного среднестатистического украинца, сохранились. Сейчас господин Зеленский находится в президентском кабинете, и у него иллюзий больше нет, но ведь среднестатистические украинцы никуда не делись. Как и среднестатистические молдаване тоже никуда не делись, поэтому... Как и среднестатистические молдаване, совершенно верно. Поэтому, к сожалению, от этой иллюзии, что с Россией можно будет договориться, приходится излечиваться страшными жертвами, цена которых вот в нашей стране огромна, и мы не знаем, какой она еще будет, и мы не знаем, каким последствиям в результате для украинской государственности приведет время войны, которую Россия для нас организовала. Но суть, как я уже говорил, она проста. Для России Украина не государство, а просто территория сепаратистов, которая контролируется Западом. А сепаратистов с ними не договариваются, их уничтожают. Их территорию захватывают те, кто считает, что это их исконные земли. То же самое, чтобы вы не сомневались, относится к Республике Молдова. Потому что с точки зрения России это никакая не Молдова. Это просто Бессарабия. Бессарабская губерния, да, Бессарабская губерния. Посмотрите в российскую конституцию. Вот мы сами с вами все время употребляем слово «Россия». Государство, которое находится у наших границ, у ваших, к счастью, не находится. Это вообще-то не Россия, это Российская Федерация. Они же специально записали
себе в Конституции еще и второе название. Российская Федерация – это не Россия. Это вот та территория Советской России, которая стала частью Советского Союза в 1922 году. А Россия – это Российская империя. Это государство, которое включает в себя и наши земли, и ваши земли, и многие другие земли. И записав у себя в Конституции, что государство, которое они декларируют, называется Россией, русские еще в 1991-1992 годах четко обозначили границы своих территориальных претензий. То есть в границах Советского Союза 91 года? В границах Советского Союза 91 года, возможно, за исключением стран Балтии. Но я вас уверяю, если бы они могли напасть на Польшу и на Финляндию, они бы и туда полезли. Ну, это безусловно, да. Ну, хорошо, тех уничтожения ждет с их точки зрения или должно ждать тех, кого они считают врагами, да? А те, кто их считает друзьями, мы видим, что в Мариуполе тоже уничтожают, как бы, и не жалеют абсолютно никого. Жалеют друзей. И Гагаузия в данном случае, которая молится на Путина, тоже ждет плохая участь, я так понимаю, да, в этом случае? Я хочу сказать любому человеку, который живет в Камрате или в Балаклее где-нибудь рядом, или в Рыбнице, что вот разницы между этими населенными пунктами нету. Как нет разницы между Мариуполем, Харьковом, Львовом и Киевом. Просто у вас маленькая страна, поэтому нет таких больших дистанций, понимаете? Для того, чтобы прийти в Киев или во Львов, нужно преодолеть километры от белорусской границы или от российско-украинской границы. А Харьков ближе, поэтому его методично уничтожают ракетами. Каждый день, каждый день. Так вот, до сих пор, уверяю, что до сих пор, да? До сих пор. Да, что если до сих пор, сегодня, что если российская армия захочет установить свою власть в Молдове, там пойдет из Приднестровья, как они мечтали, и армия Республики Молдова сопротивлялась бы этому, то точно так же был бы сожжен и разрушен Камрат, как сожжен и разрушен Мариуполь. И никому не было бы интересно, что в Гагаузии люди мечтали о вступлении в Евразийский экономический союз. Вот как говорится, как и в гробу карманов нет, так в гробу и нету декларации о вступлении в Евразийский экономический союз. Поэтому, к сожалению, надо сказать жителям Гагаузии, многие из которых до сих пор не избавились от этих пророссийских иллюзий, что они будут в результате российского нападения, если оно когда-либо состоится, они войдут не в Евразийский экономический союз, а на кладбище ближайшее окажется. Или в ров какой-нибудь, куда их всех спихнут, как жителей Изюма. Тоже, кстати, город в Харьковской области. В нем, наверное, жило немало людей, которые голосовали когда-то за пророссийские силы, за партию регионов. Кого это интересует? Россия воюет не за население, а за территорию. Это территориальная империя. А население бабы новых нарожают. И, как говорится, лучше, чтобы это были русские бабы, а не гагаузские. Да. Вот здесь это очень важное замечание. Господин Портников, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию и поделились своим видением по поводу того, что происходит в Гагаузии и настроений в Гагаузии. Единственный вывод, который я могу сделать, это всем нужно крепиться и готовиться к затяжному конфликту и желательно избавиться от иллюзий, которыми страдают очень многие в Республике Молдова и в Гагаузии, в частности. Я очень надеюсь, что вооруженные силы Украины смогут добиться перевеса на поле боя и освободить нашу территорию. Но, конечно, от этого конфликтность ситуации не сильно уменьшится, это тоже надо понимать. Ну, слава Украине и слава ЗСУ. Спасибо большое. Героям. До свидания. Удачи. Друзья, у нас на связи по скайпу Ион Тебырце, политический комментатор, аналитик. С господином Тебырце я предлагаю поговорить о том, что происходит в Приднестровье. Мы слышим обвинения с левого берега о попытке дестабилизации, о том, что якобы там предотвратили какие-то теракты. Что бы это могло значить и в целом о перспективах разрешения Приднестровского конфликта в контексте войны в Украине и российской агрессии против Украины. Я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодня. Господин Тебырце, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте, слышу вас хорошо. И вижу. Мы вас тоже слышим, видим. Спасибо большое, благодарю вас за то, что приняли наше приглашение прийти и прокомментировать ситуацию для нашей аудитории. Ну, вы, безусловно, следите за ситуацией. Вот на прошлой неделе Приднестровская администрация, де-факто власти левого берега сообщили о срыве, о так называемом, или с их точки зрения, или с их слов, срыве теракта, целью которого якобы являлся Красносельский. Вчера сообщили о срыве еще одного теракта, в этот раз мишенью
по их словам, якобы был офис ОБСЕ. То есть на левом берегу есть офис ОБСЕ, миссия на правом берегу, там на левом берегу есть офис. Не расслышал? Да, ну да, там офис, да, делегации ОБСЕ. В подготовке, значит, этого теракта левый берег обвиняет СБУ, якобы СБУ сообщает о том, что как бы они к этому вообще не причастны. И с правого берега, имеется в виду официальные власти Республики Молдова, и кишиневские власти, тоже не очень верят сообщениям де-факто властей с левого берега. Как вы вообще оцениваете эту ситуацию, с чем это связано и с чем связана вот эта вот информационная активность на левом берегу? И если относиться точно к этим терактам, то информация противоречивая и не совсем понятная. Да, изначально говорилось про теракт в адрес Красносельского, потом, после того, как увидели, что масштаб реакции на этот теракт в адрес Красносельского не был наверняка ожидаемым, или что ожидалось, эта реакция на эту новость, уже сказали, что вот вообще-то теракт и был и в сторону миссии ОБСЕ в Республике Молдова, которая находится на левом берегу реки Днестра. Нету много информации, нету правдоподобной информации. Кишинев, бюро по реинтеграции запросило побольше информации. Мы не знаем ответ левого берега или структур, которые руководят левым берегом Днестра. Но надо сказать, что эта тактика не является новой для этого региона. Тактика теракта, если вспоминать, то прошлой весной тоже было очень много информации про каких-то терактов в адресе, не знаю, каких-то госзданий с левого берега Днестра. Там был даже взрыв, то, что касается зданий МГБ, или как называется структура, которая занимается их так называемой безопасности. Но что этим следуется, или надо сказать, что хочется таким образом поднять градус напряжения в регионе. Наверняка хочется как-то взбодрить приднестровское общество, которое достаточно вялое со стороны Российской Федерации, тех событий, которые происходят и в Республике Молдова, но особенно в Украине. Да, мы знаем позицию приднестровского режима, но в то же время ясно, что население совсем не хочет накаления обстановки. Напротив, население Приднестровского региона хочет, чтобы ситуация осталась и в дальнейшей спокойной, чтобы она не накалялась. И в то же время это входит в рамках так называемой информационной ответки, которую Россия начала против Украины касательно Республики Молдова. Если вспомнить, то президент Украины Зеленский объявил об российском плане по захвату политической власти в Республике Молдова. Таким образом, Российская Федерация вмешивается во внутренние дела Республики Молдова. В свою очередь, российская пропаганда ответила, что вообще-то это не мы хотим, а это Украина хочет, потому что она готовится, чтобы занять левый берег, военным путем занять левый берег Днестра. И таким образом, можно сказать, она будет вторгиваться во внутренние дела Республики Молдова. Ну хорошо, но мы не видим никаких признаков и попыток со стороны Украины сделать что-то в Приднестровье. И как бы украинские власти всегда заявляли, что если есть, то как бы мы могли бы, да, то есть у нас есть возможности, есть способности, да, решить эту проблему, только в том случае, если нас об этом попросят власти Республики Молдова. Власти Республики Молдова не просят,
И более того, мы не видим никакого сосредоточения большего количества войск в Одесской области, в том регионе, да, то есть в Винницкой области, которая, в принципе, находится, граничит с Республикой Молдова со стороны вот этого участка Приднестровья. Поэтому как бы никаких признаков того, что Украина что-то готовит, абсолютно нет. И более того, Украина, я не думаю, что Украина будет нарушать территориальную целостность Республики Молдова, предпринимая какие-то односторонние действия в Приднестровье. Это же совершенно очевидно. Или вы с этим не согласны? Да, это я согласен. Возможно, существует и в украинском руководстве или в военных кругах Украины определенные круги, которые ратуют за этот сценарий. Но все-таки официальная позиция Украины это, что мы никогда не будем вмешиваться в Приднестровском регионе, если не будет запрос Республики Молдова. Мы понимаем, что этот запрос со стороны Кишинева нету и не будет. Он, возможно, гипотетически появится, если со стороны Приднестровского региона будет какая-то военная угроза. Но надо сказать, что Приднестровский регион тоже не заинтересован. И парадокс состоит в том, что на данный момент, хотя риторика Приднестровского режима, информационных СМИ с левого берега Днестра, конечно, риторика в рамках российской пропаганды и российского информационного пространства, но по сути позиция Приднестровского региона и простых жителей, и тех, которые решают. И господин Красносельский далеко не он решает, что решает в регионе. Позиция расходится с официальной позицией Российской Федерации гораздо ближе с позиции Кишинева, с позиции официальных властей Республики Молдова. Это что касается стабильности, энергетической взаимозависимости и, конечно, и экономически. Конечно, риторика может быть одной, а то, что касается интересов, реальных интересов, то надо сказать, что в данном моменте интересы и Кишинева, и Тирасполя состоит в том, чтобы не накалять обстановку, напротив, что они попытаются сохранить спокойствие, стабильность и, конечно, мир между двумя берегами реки Днестр. Хорошо, можем ли мы сказать в таком случае, если вы говорите о том, что в Приднестровье и те, кто реально контролирует ситуацию, и официальные представители как бы де-факто властей Приднестровья, в частности вот Красносельский, и в целом население как бы не хочет эскалации ситуации, не хочет ничего там, чтобы предпринималось какие-то военные действия, а почему они тогда это делают? Это потому что Москва на них давит, потому что они не могут отказать Москве или что это? В связи с чем такая риторика? Ну, надо сказать, все-таки официальные власти в Приднестровском регионе, конечно, они пророссийские, что бы ни говорили. Но в то же время они пытаются вести определенную самостоятельную политику или самостоятельно принятие определенные решения. Но экономически на данный момент они зависят больше от Республики Молдова, даже от Украины, чем от Москвы. Сейчас Российская Федерация может поддержать Приднестровский регион только путем того природного газа, который поставляется Приднестровскому региону, конечно, через Молдову газа. Мы знаем, что сейчас правый берег не закупает природный российский газ, а закупает или уже закупила с других источников, а весь российский газ идет на Приднестровье или в Приднестровском регионе. И путем этого российского газа Приднестровский регион вырабатывает электричество, которое поставляется правому берегу, и на те ресурсы, финансовые ресурсы, которые платит правый берег, и, между прочим, и металлургический завод, который работает и в Рыбнице. Можно сказать, таким образом и поддерживается экономически Приднестровский регион. Но
конечно, если взять реально, рационально, то приднестровские власти должны больше ориентироваться на правый берег. Они каким-то образом или в определенной мере это и делают. Но в то же время мы понимаем, что это пророссийский регион, та информационная политика, то информационное пространство, которое создавалось в течение 30 лет, имеет свое влияние. Хотя риторика у них одно, но в то же время принятие решений, интересы совсем другие. И, конечно, они не могут отказать России, но в то же время многие из них и убежденно ориентированы на Российскую Федерацию. Ну хорошо, даже если они убежденно ориентированы на Российскую Федерацию, то в их случае, знаете, не буди лихо, пока оно тихо. То есть как бы сидеть спокойно, как они в принципе весь год и делали, да, ну за исключением вон того так называемого теракта и обстрела, ну так называемого обстрела здания их МГБ в Приднестровье, помните, да, там из этого гранатомета, который бросили там в воскресенье, чтобы никого не было, там побили пару стекол и так далее. То есть с моей точки зрения, там Москва просит от них больше, особенно помните вот эта вот информационно-психологическая атака, которую устроили Фейгин и Арестович, да, который там Фейгин несколько раз повторял, что если Молдова попросит, то мы можем что-то предпринять, и там уже Москва пыталась нагнетать обстановку, якобы, смотрите, там Украина готовит войска, несмотря на то, что в Приднестровье говорили, ничего не происходит, успокойтесь и так далее, все нормально. Украина таким образом пыталась показать, что Москва не может защитить Приднестровье военным путем. В этом была как бы задача Украины, с моей точки зрения, и это в принципе показали, что Москва, Россия не может защитить Приднестровье в случае, если что-то там может, допустим, начаться. Не считаете ли вы как бы вот ответом Приднестровья и ответом кремлевского режима на ту информационно-психологическую атаку, которая была проведена, скажем так, Фейгиным и Арестовичем пару недель назад? Да, это вообще-то информационная ответка, если так сказать, потому что еще один парадокс, что та же Российская Федерация в данном моменте не заинтересована, чтобы российская армия, которая находится в Приднестровье, как-то вмешивалась в военные действия на Украину, потому что силы совсем разные. Я не думаю, что те военные структуры, которые находятся, российские, приднестровские, которые находятся на левом берегу, смогут оказать какое-то противостояние украинской армии. Но в то же время Украина не один раз сказала, что да, мы готовы защитить себя, мы никогда не будем первыми предпринять определенные шаги, или будут ответные меры, и если, конечно, Республика Молдова попросит об этом, если будут какие-то угрозы в адрес Кишинева. А то, что касается всех этих актов, да, конечно, здесь в первую очередь обвиняется Украина, что вообще-то она вмешивается во внутренние дела Республики Молдова, а не Российская Федерация. Это ответка, информационная ответка на разглашение тех планов Российской Федерации в адрес Республики Молдова. Но в то же время есть и определенная подготовка информационного поля и в адрес Кишинева. И то, что касается внутренней обстановки в Республике Молдова. Если смотреть на те протесты или псевдопротесты, которые организовала партия ШОР, там многие жители говорили, что вообще-то Майя Санду хочет нас затрагивать войну через Приднестровье, мы не хотим воевать в Приднестровье и так далее, потому что вот НАТО. Конечно, это и для внутреннего информационного потребления в Республике Молдова, именно чтобы нагнетать обстановку, да? Да, чтобы накалять обстановку, конечно, против проевропейского правительства, которое находится в Кишиневе. Хорошо, ну и, наверное, последний вопрос. Вот сейчас, с вашей точки зрения, настал ли момент, когда правительство в Кишиневе должно действовать более проактивно для разрешения
Приднестровского конфликта, или лучше дождаться окончания войны в Украине и после этого предпринимать какие-то действия? Ну, конечно, когда закончится война в Украине, правда, мы не знаем когда, конечно, ситуация будет более ясна. Мы сейчас не знаем даже формат 5+2, что от него останется, потому что с трудом я себя представляю диалог, нормальный диалог в рамках этого формата между Россией и Украиной, допустим. Но даже в нынешней ситуации Кишинев должен быть проактивным. Кишинев должен иметь инициативу, Кишинев должен предпринять определенные шаги, чтобы приблизить Приднестровский регион. Конечно, не за даром, но, можно сказать, в определенных условиях. Потому что жители Приднестровья, и не только жители, допустим, владельцы группы «Шериф», которые практически сейчас решают реально в Приднестровье, с ними, конечно, можно разговаривать, и с ними можно в определенной мере договориться. Если, допустим, предоставить, точнее сказать, Приднестровье определенные возможности, почему бы нет, но только в том случае, если Приднестровский регион будет сама выполнять определенные обязательства. Мы должны вести этот диалог и посмотрим, потому что если укрепится связь между двумя берегами Днестра, то это и будет взаимодоверие, то это, конечно, только будет способствовать послевоенному политическому диалогу по разрешению Приднестровского конфликта. Ну хорошо, а вот есть мнение, что вот как бы помогая режиму на левом берегу Днестра, вот к этим группам компаний «Шериф» и той компании, которая управляет сейчас металлургическим заводом, да, то есть поставляя туда, разрешая поставки газа туда, да, то есть как бы позволяя этим компаниям экспортировать свою продукцию через Республику Молдова, потому что они могут экспортировать ее только через Республику Молдова, зарегистрировавшись, соответственно, потому что это идет как экспорт Республики Молдова, да, то есть позволяя это делать, есть многие считают и обвиняют молдавские власти в том, что они как бы поощряют и спонсируют этот сепаратистский режим. Вы это как к этому относитесь? Должны власти, скажем так, сворачивать лавочку или лучше не накалять обстановку между Кишиневым и Тирасполем в этой ситуации? Ну, здесь существует несколько моментов. В первую очередь, энергетически. У нас есть эта взаимосвязь между двумя берегами. Вы имеете в виду Молдгрэс, да? Молдгрэс, электричество? Да, Молдгрэс, потому что мы можем сейчас брать электроэнергию по определенной цене и в определенных условиях безопасности в Приднестровском регионе. Потому что мы помним октябрь, ноябрь, когда Приднестровье не поставляло газ Кишиневу, электричество. И с какими трудностями мы закупали это электричество в Румынии. Ну, трудностей не было, просто цена была очень высокой. Цена была высокой, и даже были трудности, потому что эта линия высокого напряжения частично проходила через территорию Украины. И когда были бомбардировки в Украине, то в Кишиневе были проблемы с поставкой электричества. Так что существует эта взаимосвязь, и, конечно, пока у нас не будет альтернативные электроэнергетические связи с той же Румынией, которые бы не зависели от Приднестровского региона, то, конечно, существует эта взаимосвязь, и мы как-то должны друг другу идти на уступки. Если Кишинев идет на уступки, то для Приднестровского региона это архиважно, чтобы мы закупали электричество с молдавской ГРЭС, потому что это поддерживает экономику региона. Во-вторых, то, что касается экономических аспектов, конечно, мы здесь должны пересмотреть
потому что приднестровские компании экспортируют через Республику Молдова, практически они не платят ничто в госказну. И, конечно, мы должны здесь пересмотреть эти моменты. И то, что касается других аспектов, то не надо забывать, что там живут молдавские граждане. И Республика Молдова последней должна быть заинтересована, чтобы там была какая-то гуманитарная катастрофа. Просто они должны соблюдать определенные условия, которые до этого не соблюдались. Приднестровье должна вернуться в правовое, экономическое поле, и не только экономическое, правовое поле Республики Молдовы, и у нее не должны быть определенные привилегии в сравнении с другими, допустим, экономическими компаниями, которые находятся на правом берегу. Господин Тебыльцев, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Взаимно. До свидания. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас в YouTube и в Facebook и делиться этим видео, ставить лайки. Увидимся на следующей неделе во вторник в 19:00. До свидания.